Супруги Васильевы в Сыктывкаре первыми подали заявление на пособие при рождении первого ребенка. По словам молодой мамы Вероники, пакет необходимых документов муж собрал довольно быстро. К слову, попасть под действие нового закона о выплатах супруги даже не помышляли. Документ вступил в силу с 1 января, а дочка, по всем прогнозам, должна была появиться уже в конце декабря. 20-х числа она должна была родиться. Ну, так получилось, что она решила родиться в начале января, и мы очень обрадовались, когда узнали, что пособие получим. И родственники все шутили: «Держись, тяни», шутники. Сейчас документы Васильевых на рассмотрении. В случае положительного ответа с конца февраля молодые родители будут ежемесячно получать 11 687 рублей. Кстати, право на пособие имеют только нуждающиеся семьи, чей доход не превышает в расчете на одного человека 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе. Тем, кто подходит под этот критерий, необходимо собрать пакет документов. Заявление может быть подано в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка, на которое возникло право. Для того, чтобы подать заявление, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, сведения о доходах семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, и документы, подтверждающие реквизиты счета, то есть либо договор с банком, либо выписку с банка о том, что имеется у гражданина данный лицевой счет. Специалисты предупреждают родителей первенцев. Если они придут с заявлением через 6 месяцев с момента рождения ребенка, выплата будет назначаться только с даты подачи обращения. Впрочем, сегодня люди активно интересуются новым законом. Звонят и пишут на электронную почту столичного центра соцзащиты. Сотрудники с готовностью разъясняют все нюансы. Всю информацию также можно найти на сайтах социального учреждения и Минсоцтруда региона. А для будущих рожениц даже выпустили специальные буклеты. Татьяна Супряткина, Елена Коннова, Павел Люленмин, телеканал Юрган.